Герои проекта «История мастера», который реализуется в «Газпром-Трансгаз Ухта», умеют ценить время и место, в котором они оказались. Волею судьбы умеют работать ради общего блага, внося свою лепту в реализацию главной задачи предприятия – бесперебойной поставки природного газа потребителям. С мастерами своего дела познакомился Александр Карепин. От Ямала до Переславля. Газотранспортная магистраль, которую обслуживает предприятие, раскинулась в 4 регионах – Архангельской, Вологодской, Ярославской областях и Республике Коми. Побывать даже в самых удаленных от цивилизации местах и услышать истории мастеров своего дела. Такой проект реализуют сотрудники «Газпром-Трансгаз Ухта». Уже сняты материалы из 12 самых разных уголков России, в том числе в Печорском районе на станции Янью, где до прихода газовиков даже не останавливались поезда. Мы находимся в укрытии газоперекачивающего агрегата ГПА-32 «Ладога». Это, по сути, сердце компрессорной станции КС-7 «Сынинская». Слева от меня вы видите газотурбинную установку МС-5002Е. Она является приводным механизмом для центробежного компрессора, который осуществляет перекачку газа в магистральный газопровод. Цель проекта «История мастера» – рассказать широкой аудитории о людях рабочих профессий, которые трудятся не один десяток лет, получили признание среди своих коллег и помогают молодым сотрудникам адаптироваться на предприятии, грамотно сворачивать горы. Молодых людей надо адаптировать, их нужно как-то помочь им в эту среду войти, чтобы они понимали, что такое газотранспортное предприятие, да, какие у него перспективы, какая у него история. Поэтому мы все знаем, что и без истории жить нельзя, да, но и в светлое будущее надо смотреть. Портреты мастеров своего дела стали украшением первых полос ежемесячной корпоративной газеты «Север Газпром» и электронных ресурсов предприятия. Все герои проекта рассказывают о становлении в жизни, реализации себя в профессии, делятся самыми яркими воспоминаниями и запомнившимися случаями. Я отработал больше 20 лет сварщиком, потом машинистом технологических компрессоров, ну а сейчас уже в течение 4 месяцев уже слесарем по ремонту технологических установок. Работая сварщиком, тут, получается, изъездил трассу вдоль и поперек. В кадровой политике газотранспортного предприятия содержится немало мер поддержки молодых специалистов, как моральных, так и материальных стимулов. Ну и традициям наставничества, почетному отношению к опытным профессионалам здесь тоже верны. Наставничество – это естественный и крайне важный процесс, в ходе которого уже сформировавшиеся профессионалы могут поделиться своими знаниями и рассказать о специфике производства тем работникам, которые недавно пришли и работают на нашем предприятии. А молодым работникам это дает возможность в более короткие сроки понять специфику производства и адаптироваться в коллективе. Каждая точка на жизненной карте, будь то край света или город мечта. Это не перевалочный пункт, а возможность доказать здесь и сейчас, на что ты способен и можешь ли идти дальше. Все герои проекта подтвердили это своими историями. Интервью с ними можно найти в Ютубе и на официальном сайте предприятия «Газпром-Трансгаз Ухта». Александр Карепин, Александр Бадич, Евгений Грох, Дмитрий Плонин, телеканал Юрган.